Общая задолженность составляет около 21 миллиона тенге. Алло. Алло, здравствуйте. Звоню по вашему кредиту. Да. Знаете, что вы на просрочке? Да, сегодня. На сегодня сумма долга составляет 2 миллиона 250 тысяч тенге. Сегодня вечером оплачу. Алло, салам, брат, как дела? Валейкум, сам как? Да нормально, потихоньку. Слушай, брат, я по делу, у тебя 100 тысяч в долг не выйдет? Не, брат, сам на просрочке. Нет. Ладно, спасибо, Рахмет. Алло, салам, брат, Аска, как дела? Валейкум, что там? Нормально, потихоньку. Слушай, брат, я по делу, у меня тут небольшие проблемы с деньгами. Можешь одолжить? Ты уже на меня кредит взял, так что нихуя. Нет. Бля, Арман, завязывай. Ты уже в кредитной ловушке. Ладно, спасибо. Структура сама деятельности МФОшек, она связана с тем, что выдать деньги здесь и сейчас, не проверяя. И когда банки, если в банках проходить кредитование, получать кредит, там очень сложные процедуры, очень жесткие процедуры с точки зрения платежеспособности, то МФО, к сожалению, этим не занимается. Но это этап времени, когда МФО сейчас появились. В ближайшее время, насколько я помню, в рамках нового законодательства эта деятельность уже будет регулироваться более строже. С точки зрения закона, в Республике Казахстан законодательство не предусматривает понятие кредитной ловушки. Кредитная ловушка, по моему мнению, заключается в том, что люди не знают своих прав и обязанностей, и они не в курсе, что есть определенные последствия невыполнения взятых на себя обязательств путем подписания договоров банковского займа, договоров по микрокредитам. Поэтому, я думаю, кредитная ловушка заключается именно в незнании человека своих прав и обязанностей. Низкие доходы всегда будут вести к тому, что рост потребительского кредитования будет происходить. Потому что если человеку не хватает средств на то, чтобы приобрести необходимые в краткосрочном периоде товары или услуги, то он будет обязательно кредитоваться. Поэтому в большей степени они все идут в МФО, где высокие ставки, они по сути в кабалу залетают, и потом у них начинается по 10-20 кредитов, чтобы уже кредиты перекрывали, там новые кредиты МФО перекрывали старые. И этот ком такой будет возрастать. Это все связано с низкими доходами. Но низкие доходы зависят не только от, скажем так, государства, или не в меньшей степени от государства. Потому что и здесь и человек должен заниматься все-таки собственным развитием. Если он занимается, работает, условно убираясь, либо оказывая там услуги продавца, то у него никогда не будет высоких доходов. У нас почему-то стремление, что человек сегодня получает 85 тысяч тенге, он должен получать завтра 500 тысяч тенге. Если он будет получать 500 тысяч тенге, то в 5 раз больше должен получать и тот человек, который вчера получал миллион. Законодательством Республики Казахстан о коллекторской деятельности предусмотрены ограничения для коллекторских организаций. Они не имеют права нарушать права заемщиков, в том числе угрожать, шантажировать, вымогать деньги, в том числе даже и получать деньги заемщиков на свой счет, ни наличными, ни безналичной форме. То есть
Если коллекторские агентства и сами сотрудники этих агентств не соблюдают предусмотренные нормы законодательства, то заемщик имеет право обратиться в агентство по регулированию финансового рынка, с жалобой обратиться, также обратиться в органы прокуратуры и полиции. То есть в первую очередь, какие шаги нужно предпринять, если поступают угрозы неоднократно, шантаж и так далее, то в первую очередь, что человек должен делать, это фиксировать все угрозы, шантаж, все это записывать по возможности и отправлять жалобы. Меня зовут Николай, мне 29 лет, я родился и вырос в городе Шымкент. Алғашқы несиемді алған кезде жасым небәрі 18-де болды. Сол кезде Шымкент қаласында жергілікті телеарнада тілші болып жұмыс істедім. Енді сол жылдар өте популярны десек болады. Мынау мобильдік операторлардан бағдарламалар болды. Телефон алып, соның ішінде тарифы болатын еді. Сол маған жұмысқа өте ыңғайлы еді сөйтіп телефонды алу. Сол үшін жасым 18-ге толған кезде бірден барып өзімнің бірінші несиемді алдым. Ешқашан бір несиені жабу үшін екінші несиені өмірімде алғаным жоқ. Соған өте қуаныштымын. На сегодняшний момент у меня около 10 разных займов, так скажем. Там есть и кредиты, и рассрочки, и ипотека. Около 40% от моего дохода сейчас уходит именно на закрытие, на покрытие задолженности перед банками. Вот. И общая задолженность составляет около 21 миллиона тенге. А на самом деле кредиты и вот эти рассрочки для меня это большая помощь в той части, что у меня на самом деле большая проблема с дисциплиной. Я элементарно не умею копить деньги. И поэтому для меня подобного рода инструменты являются большой помощью. Они как бы дисциплинируют меня, заставляют определенную сумму денег ежемесячно откладывать или вкладывать в эти платежи. И таким образом я могу позволить себе приобрести то, что я бы никогда, например, на что я никогда бы сам не накопил. И не потому, что у меня не было определенных средств, а просто потому, что я не умею копить эти деньги. Поэтому я считаю, что лично для меня это большая помощь. Но для большинства населения, конечно, это тяжело, и я понимаю. Я видел даже, как люди в Каспирет берут продукты в магазине, и это ужасно. Я считаю, что в первую очередь нам нужно повышать финансовую грамотность среди населения. Это очень важно. Этому нужно обучать чуть ли не со школьной скамьи, потому что та молодежь, которая сейчас вот растет, они должны знать, как пользоваться, как управлять своими деньгами, как пользоваться теми финансовыми инструментами, которые есть на рынке, и как не застрять в этой кредитной кабале и не навредить, так скажем, себе. Человек испытывает большой стресс, потому что он понимает, что у него есть долги, и ему нужно это выплачивать. И когда он испытывает этот стресс, за этим стоит у человека бессонница, возможно, тревожность, возможно, панические атаки, потому что избегание ответов на звонки и получение писем, человек старается этого избегать. Потому что если он будет отвечать на звонки, то есть каждый звонок для него это стресс.
Но в основном те люди, которые берут постоянно кредиты, ну, они импульсивно не могут контролировать свои желания. И в этот момент происходит под какими-то определенными неконтролируемыми импульсами их взятие кредиток или покупка каких-то вещей в кредит. Риски есть, что человек может быть за счет этих ситуаций быть в высокой тревожности и, ну, допустим, там сопровождающие бессонницей, и могут быть начаться панические атаки, но до, допустим, там психоза, ну, как бы это изменение личности уже это очень крайние случаи, поэтому здесь все-таки, ну, если изначально человек чем-то страдал, то, возможно, у него такое может быть проявление. А насчет суицида, это когда человек не видит выхода, когда его не поддерживают близкие, когда он скрывает это от близких и он не обращается к специалистам, тогда, конечно, возможно, что у него, возможно, могут быть такие мысли.